Жаркие споры разгорелись между археологами Северной Осетии и Ингушетии. Причиной раздора стала партия контрабандного антиквариата, изъятого у двух незадачливых торговцев. Ингушские ученые утверждают, что сокровища древних алан найдены на территории их республики и, значит, по закону должны принадлежать ей. Однако их североосетинские коллеги уверены, что они прямые потомки алан, а значит, артефакты нужно оставить на исторической родине. В суть спора вникла Елена Орехова. Старинное оружие и амуниция, ювелирные украшения IX века – объекты оперативной съемки североосетинского МВД. Эти артефакты жители соседней Ингушетии пытались продать за 1,5 миллиона рублей. Североосетинскими полицейскими была получена оперативная информация о том, что двое граждан из Республики Ингушетия пытаются сбыть антикварные золотые изделия на территории Республики Северная Осетия-Алания. В ходе проведения оперативно-технических мероприятий у продавцов было изъято большое количество золотых и серебряных уникальных изделий. Несостоявшиеся продавцы объяснили полицейским, что антиквариат достался им по наследству. Но ученые сразу определили, что эти изделия – предметы аланской культуры, которые, скорее всего, были найдены на месте древних захоронений. Откуда у мужчин раритет, сейчас устанавливают следователи. Но вокруг коллекции уже развернулись настоящие баталии. На объекты наследия алан свои права заявили сразу две республики – Ингушетия и Северная Осетия. Предметы культурного наследия, археологические артефакты, в случае их обнаружения в рамках административного образования, будь то Ингушетия или Осетия, то они должны оставаться там, где их находили. В данном случае эти вещи должны оставаться здесь, в Республике Ингушетия. В средние века Аланская империя охватывала весь Северный Кавказ, в том числе и территорию современной Ингушетии. Предметы той эпохи в республике обнаруживают довольно часто. В Ингушетии не сомневаются, что сбыть сокровища алан пытались так называемые черные копатели. Это курган в селении Яндари. Его разграбили пару месяцев назад. Ингушские археологи предполагают, что коллекция, изъятая правоохранителями Северной Осетии, была найдена именно здесь. Между тем, притязания ингушских историков на изделия аланских мастеров их североосетинские коллеги называют беспочвенными. То, что осетины – прямые потомки алан – главный козырь республиканских историков в споре с соседями. Имеет ли значение, где их нашли? Аланы могли жить на территории современной Ингушетии, на территории современной Чечни, Кабарды и занимали большие территории. По мере отступления оставляли свои могильники. Эта материальная культура принадлежит абсолютно аланам. В обеих республиках с нетерпением ждут выводов следствия о том, где именно была сделана ценная находка. Кому достанутся артефакты, будет во многом зависеть от официальной версии. Но не исключено, что за право обладать редкой коллекцией стороны поборются в суде. Елена Орехова, Ольга Кузнецова, Северокавказское бюро ТВ-центра, Ингушетия, Северная Осетия.